К другим темам. На этой неделе во второй раз за месяц Татарстан подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. На этот раз она была успешно отбита. Один из дронов обезвредили с помощью РЭП, второй сбили в Елабужском районе. И что-то мне подсказывает, что эта попытка навредить нашей инфраструктуре и промышленности, увы, не последняя. Опорный регион в центре России с мощными заводами, энергетикой, ВПК по определению подвержен подобным рискам. Особенно в условиях жесткой, в том числе военной конфронтации с Западом. То, что защита в этот раз сработала безупречно, честно говоря, порадовало. Это внушает чувство уверенности, но ни в коем случае не самоуспокоенности. Какие наши самые уязвимые места? Где больнее всего могут ударить наши враги? Конечно, прежде всего, это энергетическая отрасль. Сегодня, когда Запад фактически объявил нам экономическую войну, мы наглядно увидели, насколько оказались уязвимы и зависимы от их технологий и компетенций. Только в Татарстане из-за разрыва отношений с западными, в кавычках, партнерами повисли ключевые энергетические проекты. Мегапроект по модернизации Заинской ГРЭС в подвешенном состоянии и проект по строительству мусоросжигательного завода под Казанью. Остались без финансирования грандиозные проекты по ветроэнергетике и так далее и тому подобное. И это еще мы говорим о тех проектах, которые находились в стадии реализации. А есть еще и действующие электростанции в городах республики, на которых установлено западное оборудование, прежде всего из Германии и США. Фактически производители этого оборудования в одностороннем порядке, наплевав на контракты и обязательства, отказались от сервисного обслуживания и поставки запчастей. Но вы знаете, в чем сила нашей страны? Конечно, в талантливых людях, которые способны сделать невозможное. Мы научились ремонтировать иностранные турбины и уже придумали, как будем дальше эксплуатировать это сложное оборудование, обеспечив его надежное обслуживание. Тимур Бекмурзин с подробностями. Надежность – ключевой в электроэнергетике показатель, и, казалось бы, уж в этом отношении Татарстан обеспечен запасом. Современная электросетевая компания с трендом на постоянную модернизацию, гибко интегрированная в федеральную сеть. Мощнейшая генерация, опять же, с явной перспективой роста. Эффективные станции, как говорится, построены по самым передовым технологиям. Никакого подвоха и в помине нет, если не считать ставшую уже обыденностью энергодефицит. Совсем не критичный для республики, заверяет в Федеральном профильном министерстве, ведь его всегда можно покрыть за счет перетоков из общей сети. Никакого дефицита в республике Татарстан нет. Слава богу, республика Татарстан, как и вся наша центральная часть России, Сибирь, связана единой электрической сетью. Мы находимся в единой энергосистеме, поэтому потребление обеспечивается как собственной выработкой, так и перетоками из внешней электрической сети. Поэтому развивайтесь, Рустам Нургалиевич, никаких проблем не будет. Наверное, с точки зрения положения дел в других регионах страны, замминистра энергетики прав. Татарстану энергоблокада в любом случае не грозит. Другое дело, что республика всегда позиционировала себя как регион самодостаточный по энергоресурсам в том числе. Второе. Генерация – это не только надежное обеспечение энергии собственной промышленности и населения, но и возможность заработать за счет продажи этого ресурса, например, соседям. Благо, сетевые возможности позволяют, поэтому Татарстан стоит на своем. Павел Николаевич не очень хочет, чтобы мы новые мощности развивали, но у нас такое идет обсуждение. Ну, мы холодная страна, у нас должно быть все вот с запасом. Раз тебе переток перебили, что ты будешь делать? Если в цифрах потребление электроэнергии в Татарстане по итогам прошлого года было на уровне 33 миллиардов киловатт-часов, выработка собственной генерации составила больше 28 миллиардов. То есть дефицит где-то 5 миллиардов киловатт-часов, и он устойчивый за последние несколько лет. Новые мощности появляются, но и потребление за счет развития промышленности и экономики растет. Казалось бы, в этом вопросе можно было бы поставить точку, однако стоит посмотреть на ситуацию более пристальным и придирчивым взглядом. Тогда выяснится, что из 28 миллиардов мощности генерации только половину можно считать по-настоящему экономически эффективной. То есть электроэнергия, тепло, а также горячая вода были выработаны современными технологичными станциями по оптимальной себестоимости. Есть и другой аспект, на который раньше просто не обращали внимания, а сегодня он становится крайне актуальным и болезненным.
Все оборудование и технологии, применяемые на этих станциях, иностранного производства. В той же Казани на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Татэнерго парогазовой установки General Electric. Мощная ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 компании ТГК-16 также произведена этой американской компанией. Нерадивые заокеанские партнеры в кавычках уже отказались от обязательств по сервисному обслуживанию, однако в компании ТГК-16 нас заверили, выход из щекотливого положения уже найден. Сервисный договор был разорван с General Electric, прекращены поставки запасных частей, прекращено сопровождение по превентивной диагностике. Все это мы или заместили, или замещаем отечественными производителями или производителями дружественных стран. О результатах этой работы Эдуард Галеев доложил на заседании правительства Татарстана в рамках Татарстанского форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. Доклад вызвал большой интерес у коллег, ведь проблема эта общая и не только для России, но и Белоруссии. Позже с этим опытом ТГК-16 смогли познакомиться делегации из российского Минэнерго и белорусские энергетики. У нас такая же ситуация в Республике Беларусь с компанией General Electric. Я уверен, что мы справимся со всеми текущими проблемами. Они текущие, они не надолго. Приятно видеть, что в текущих ситуациях, достаточно сложных по обслуживанию и сервису, компания справляется, то есть дает достаточно безаварийную работу. Надеюсь, она также будет это делать. А сервисные компании и производители позволяют этой мечте реализоваться, воплотиться в жизнь. Тем более, насколько я слышал, что после обслуживания вибраций стало меньше, чем у основного производителя. Поэтому мы очень рады этому и надеемся, что вот эта лучшая практика будет масштабироваться на все остальные предприятия. Мы будем со стороны Министерства энергетики этому всячески способствовать. Вы большие молодцы. Мы настолько привыкли все покупать, никогда мы даже не задумались. Да. Вот, пожалуйста, Электрик, Siemens тебе все привезли, поставили это. Поверили. Ни самолетов, ни энергетических машин тяжелых, ничего не осталось. Конечно, все это надо развивать. И то, что вот в энергетическом производстве, вот те проекты, которые сегодня реализуются, мы видим хороший прогресс. В качестве позитивного примера Рустам Минниханов привел электросетевой комплекс Татарстана. Благодаря целенаправленной и системной работе в республике за последние годы появился целый энергокластер по производству самой разной электротехнической продукции с площадками в Казани и Зеленодольском районе. От уникального производства концевых и соединительных кабельных муфт до собственных приборов учета со всей отечественной электронной начинкой. Передовой электротехнопарк на этой неделе показали коллегам из Россети. Они провели в Казани совместный с нашей сетевой компанией семинар совещания. Я достаточно впечатлен тем, что сделано. Буквально за 2 года развернуто такое производство. И сегодня я увидел уникальные вещи, которые муфты 500 киловольт делают уже здесь. Это очень дорогого стоит, и считаю, что буквально 2-3 года, и здесь будет такая силиконовая долина по-хорошему. Ребята очень интенсивно, дерзко, в хорошем понимании этого слова, двигаются вперед, уделяя большое внимание ОКР, инвестируя туда очень серьезные средства. Компании уже делают собственные материнские платы, они печатают платы, то есть то, что раньше приходилось приобретать, сейчас они делают сами. Это вот 100% импортозамещение, и это тот самый технологический суверенитет нашей страны. Работа по импортозамещению в промышленности и энергетике сегодня на повестке дня и приоритет в работе правительства Татарстана. Премьер Алексей Песошин на этой неделе выступил с отчетом перед депутатами Госсовета. Среди прочих возник вопрос и о перспективах завершения стратегически важного проекта строительства мусоросжигательного завода в Казани. Алексей Песошин заверил, решение в интересах республики и города будет найдено. Инвестор столкнулся с рядом сложностей по оборудованию. Буквально недавно приезжали китайские партнеры с предложением оборудования. Инвестор настроен оптимистично, называет срок конец 2025 года. Алексей Валерьевич, большое вам спасибо за огромную работу в правительстве. Времена непростые. Экономика Татарстана показала свою живучесть. Успешно обеспечили всю деятельность. Спасибо. Пожелаем вам и дальнейших успехов. Тимур Бекмурзин, Булат Абдульманов, Роман Безменов и Александр Лобанов. 7 дней.